أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Тема, конечно, очень интересная, взаимоотношения мужчин и женщин внутри семьи, а также обязанности по отношению друг к другу. Но до обязанностей хотел бы, конечно, поговорить сначала вообще о семье. Что происходит, когда семья строится, и что после этого молодым требуется ждать. Вот проходит никах. А никах что это? В первую очередь это клятва двух людей, данные друг другу любить. Так ведь? Ведь любовь – это то самое чувство, которое необходимо, чтобы построить семью. И без любви невозможно семью построить. И так как у мужчин, так и у женщины сначала должна проснуться какая-то симпатия друг к другу. Ведь и из хадисов также можно заметить, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда говорил своим сахабам, своим сподвижникам, чтобы они сначала, если они намеревались жениться, он всегда рекомендовал им сначала увидеть их, и потом только уже свататься на этих женщинах. То есть должна проснуться симпатия, то есть, как бы нашими словами, это любовь. И что самое интересное, раз это чувство помогает нам построить семью, но что самое интересное, это чувство не сможет помочь нам уберечь эту семью. И вот большая ошибка молодежи заключается в том, что они живут именно этим чувством, только этим чувством. И смотришь через год-два, уже происходит, если возникает какая-то проблема, в наше время это распространено финансовая проблема, да, там кредит взяли, оплатить не могут, и что начинается? Начинаются споры, унижения, мужчина не может обеспечить свою семью, не может никак купить те самые продукты, даже самые простые, и, естественно, семья распадается. И по статистике в наше время, в нашей стране, в нашем городе, такая цифра есть, 90% пар разводятся. Представляете, это очень страшная цифра, хотя год назад это было только 70%, а теперь это уже 90%. Почему? Потому что молодежь, эта молодая семья живет только чисто на любви, то есть основываясь только на этом чувстве. И нету никакого развития в дальнейшем. Кроме этого чувства необходимы другие еще. Те чувства, которые будут подпитывать эту семью, и те чувства, которые будут сохранять эту семью. А какие чувства именно сохранят нашу семью? В первую очередь это уважение. Это самое важное чувство между мужем и женой. Ведь только подумайте, да, любовь имеет такую силу, чтобы построить семью, чтобы сблизить людей, но это чувство никак не сможет помочь, чтобы эту семью сберечь. Она не сможет их сохранить. Ведь недаром один из мудрецов говорил, когда нужда стучится в дверь, любовь прыгает в окно. И оно на самом деле так и есть. Любовь – это то чувство, которое живет в той семье, где находится покой. Нет никаких проблем. Там она обитает. Но стоит возникнуть какой-то проблеме, какому-то обременению, что получается? Это чувство просто-напросто исчезает. Просто-напросто исчезает. Даже в хорошей семье чувство любви может исчезнуть. Недаром сахабы приходили к пророку и говорили, что они разлюбили своих жен. И это нормально. Нормально почему? Потому что люди меняются. И мы, живя с людьми, они в принципе как бы были нам чужими людьми, и когда мы начинаем с ними жить, мы начинаем видеть их плохие стороны. Мы начинаем изучать их, и что-то нам перестает нравиться. Естественно, любовь, она может исчезнуть. И наша задача как мужей, так и жен, разбудить в себе, именно разбудить чувство уважения по отношению друг к другу.
Ведь уважение – это то самое чувство, которое поддается нашему контролю, мы можем это контролировать. Вот чувство любви, допустим, невозможно контролировать. Она не спрашивает нас прийти или уйти. И мы не можем это позвать или же выгнать из своего сердца. Но уважение мы можем разбудить в себе, можем сделать так, чтобы это уважение у нас выросло к этому человеку. И даже по нашему желанию можем это уважение и аннулировать. Но для уважения, для этого чувства нам что требуется? Нам требуется причина уважения. Мы, допустим, если увидим в ком-то хоть одну причину, допустим, у нас есть друг, и он никогда нам не врет. Он всегда с нами честен. И тогда мы, естественно, начинаем его уважать. Если мы увидим в нем еще какую-то причину уважения, у нас к нему уважение растет. И вот также мы, мужчины, к своим женам, а также женщины к своим мужьям должны это уважение в себе разбудить, то есть увидеть причины для уважения. Вот, к примеру, мы, мужчины, за что должны уважать своих жен? В первую очередь за то, что они являются матерями наших детей. Они в этот мир приводят наших детей. Не мы, мужчины, а именно наши жены. И это очень важно. Почему? Потому что мы, мужчины, на это смотрим очень легко. Мы не видим в этом никакой трудности. Вот для нас это как? Мы как это видим? Вот у нашей жены живот немножко увеличился, да? Она сходила в роддом, и как бы вот готовый ребенок. То есть 9 месяцев для нас они пролетают незаметно. Мы даже не замечаем эти 9 месяцев. А если посмотреть на это глазами женщин, и насколько это великий труд вообще, мы поймем. Вот представьте только себе, наша жена на 9 месяцев отрекается от всего, что она любила. От всего. От пищи. То есть она не может, когда захочет и что захочет съесть. Она не может, когда захочет и как захочет спать. Так ведь? То есть у нее появляется один диктатор, то есть ребенок. И что самое интересное, в этом ребенке еще и нету даже души, но в этом ребенке есть желание. И наша жена по этому желанию и живет. Что этот ребенок захотел, то она и должна сделать. Что он попросил, то она должна съесть. Нравится ей или не нравится. Вот только представьте, если бы нас, мужчин, обременили бы этим и сказали, вот вы не будете есть то, что вы хотите, а обязаны будете есть то, что перед вами только вот поставят, да? Для нас бы не то, чтобы 9 месяцев и 9 дней было бы много. Мы бы не смогли бы это выдержать. Мужчин вообще нельзя обременять ничем. Мы народ свободный. И когда наступает момент самих родов, да, когда дети рождаются, вот тогда что чувствует наша жена? Что она ощущает? Что она переживает? Мы, вот мужчины, об этом никогда не узнаем. И даже если своих жен об этом спросим, они нам ничего не смогут сказать. Потому что это описать словами невозможно. Это только надо почувствовать. И вот только за это мы должны уважать своих жен. За то, что они приводят этих детей в этот мир. Но ведь этим и не заканчивается. Когда дети приходят в этот мир, кто им воспитание дает? Опять это наши жены. Мы когда будем воспитывать своих детей? Мы же и дома-то не бываем. Мы с утра уходим, вечером приходим. Вечером 2 часа. Это максимум то, что мы можем дать своим детям. Это максимум. Это самый лучший отец, наверное, может даже будет считаться, да? Если он 2 часа повозится, поиграет со своим ребенком и чему-то его научит. Но в основном, как получается, мужчина приходит домой, и он уставший, ну, полчаса, 15 минут максимум там может отдать своему ребенку на воспитание. В основном воспитание ложится на наших женах. И вот еще очень интересная причина есть уважения наших жен, это то, что они как успокоительные наших душ, они успокаивают наши души. Ведь и Аллах Субхану в Коране, в суре Рум, в 21 аяте, сказал, что чтобы в играх находили в них успокоение. Если взять историю пророков, пророка Адама, алейхиссаляма, мы там тоже видим, когда Аллах Субхану создал Адама,
алейхиссалама, он его поместил в рай, и что с ним было? Он не нашел там покоя. Представьте только себе, в раю не найти покоя. Что такое рай? Это место, где нет никаких проблем. Ты живешь и наслаждаешься. Но Адам, алейхиссалам, не нашел там покоя. И тогда Аллах Субхану ва Тааля создал ему женщину, чтобы успокоить его душу. И получается, все женщины созданы именно для этого, чтобы успокоить нашу душу. И поэтому, когда мы приходим домой с работы, уставшие, может быть, у нас настроения нету, да? Мы приходим, смотрим на своих жен и успокаиваемся. Ну, если, конечно, она при встрече там улыбнется. И вот такая вот сразу такая обязанность женщин в исламе, да, в семье, это именно встречать своих мужчин. Встречать и улыбаться ему. Как бы тяжело нам не было, да, как бы тяжело женщине не было, она должна встретить своего мужа и улыбнуться ему. Чтобы он успокоился, чтобы он отдохнул именно прямо уже у входа в свой дом. Мы даже можем брать примеры от своих предков. Вот вспомните только своих бабушек, да? Когда мы были в деревне. Если бабушка увидит в окно, что дед возвращается там, из леса, из поля, да, там, на лошади, они тут же выбегали на улицу, открывали ворота и впускали своих мужей. Как это было красиво. На самом деле такой человек, такой мужчина, он будет желать только вернуться домой, потому что он знает, что его там ждут. И не просто ждут, а очень сильно ждут. Естественно, женщины тоже должны уважать своих мужчин. И они тоже должны искать причину уважения в своих мужчинах, в своих мужьях. То есть, в первую очередь, за что она должна уважать своего мужа? За то, что он является главой семьи. Глава семьи. Ведь глава семьи, он о чем думает? Он даже не просто думает, он беспокоится. Беспокоится о том, где моя семья будет жить, что моя семья будет есть, как она будет одеваться. Когда дети приходят на этот свет, он беспокоится об образовании детей. Самое лучшее образование мы хотим дать своим детям, в самый лучший садик хотим их отвезти, да? А потом, когда они вырастают, их надо выдать замуж или женить. Это тоже возлагается именно большая часть на отца. Он должен беспокоиться, кому он отдаст свою дочь. И он должен поговорить с тем самым молодым человеком, кто он, откуда он, что он, чем занимается, кто его отец. И вообще не то, что его отец, а какого он рода. Ведь, опять же, если к нашим предкам вернуться, как они выдавали своих дочерей? Они знали, какому роду они отдают свою дочь. То есть, какого рода племени он. И уже услышав только отца или проотца этого человека, да, они уже знали, кто они. И они без всякого сожаления и беспокойства как бы уже отдавали своих дочерей. Или же брали сыновьям своим девушек, невест. И вот наша задача мужчин то же самое. Также беспокоиться, так же, как и наши предки, когда мы будем женить или брать невест. И, естественно, мужчины являются еще кем в своей семье? Они защитники. Первой линии защиты. Это те люди, которые дадут свою жизнь не просто за семью, а за счастье своей семьи, за будущее своей семьи. Мужчина никогда не подумает о своем здоровье, вообще о себе. Он в первую очередь будет думать только о своей семье. И вот эту Великую Отечественную войну, да, мы по истории знаем, что произошло, и мы знаем, что наши предки сложились там свои головы с легкостью, они пожертвовали собой именно ради нас, ради своей семьи, чтобы мы жили
счастливо, чтобы мы могли сохранить свою веру. И вот ради этого только тоже женщины должны уважать своих мужчин, своих мужей. Мы эти причины уважения можем перечислять бесконечно, так ведь? Они нескончаемые. И это уважение постоянно должно расти и никогда не останавливаться. То есть прогресс должен быть везде. Прогресс должен быть везде. Даже в уважении. А также, если посмотреть на жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, он для нас пример для подражания. Он пример для нас во всем. И в семейных отношениях особенно. Как он относился к своим женам, что он делал со своими женами, и как относились к нему жены, вот это самое интересное. Ведь мы иногда, не то что иногда, мы в основном бываем очень такими строгими к своим женам, да? Постоянно пытаемся их исправить, в чем-то упрекнуть. А если взять пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, он был очень чуток к своим женам и очень нежным был к своим женам. И он позволял им даже играть. И с Аишей, радиаллаху анха, они даже играли в догонялки. Представляете, представьте себя со своей женой, как вы играете в эти игры. Мы в основном очень строгие к своим женам. И вот как бы нам надо научиться от нашего пророка вести себя со своими женами. Потому что это вот женщина – тот человек, который воспринимает все очень близко к сердцу. Каждое наше слово может обидеть ее или, наоборот, обрадовать. А малейшее одно слово. Мы-то люди, мужчины, более стойкие ко всему этому, и к оскорблениям, да? Но женщины, они чуткие, они нежные. Поэтому мы должны, как и пророк, саллаллаху алейхи, делать какие-то поблажки своим женам. Вот представьте только себе, когда был такой случай, когда пророк, саллаллаху алейхи, был у Аиши, и одна из жен принесла поднос с фруктами. И, естественно, Аиша приревновала, вроде как бы вторая жена хотела угостить их, но Аиша, она приревновала, и, естественно, этот поднос она уронила, разбила. На что пророк, саллаллаху алейхи, ничто не сказал. Он просто промолчал. И сказал тамошним: наша мама разозлилась, что-то вроде такого. И он часто старался промолчать. И когда, допустим, жены злились или что-то неправильно делали, он не всегда упрекал их, не всегда их поправлял. В большинстве случаев он старался промолчать. То есть, вот как многие ученые говорят, иногда, говорит, шаг назад – это полезно. Это, говорит, это защищает семью. Этот шаг назад, он как шанс сохранить свою семью. И это в таких моментах мы тоже должны научиться в отношениях со своими женами промолчать. Женщина, она же на что основывается? У нее же чувства, так ведь? Она вся на чувствах. Она может не выдержать сказать что-то. Недаром же женщинам не дано право развода. Потому что она, если вдруг расстроится, она могла бы сказать просто развестись и уйти. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи, и делал эти поблажки им. Мы тоже должны научиться от своего пророка, саллаллаху алейхи, вот этому молчанию. Мы тоже иногда злимся. Бывают такие моменты, мы можем разозлиться на свою жену. На самую мелочь можем разозлиться. Злость ведь это то самое чувство, которое исходит от шайтана. Мы знаем, один шайтан всегда находится рядом с нами. После нашего рождения. К нам его прикрепляют. И он до самой нашей смерти постоянно находится с нами. И нам наущевает плохие мысли и плохие чувства. И вот эта злость, она от него и происходит. Мы что-то увидели в своей жене, разозлились.
естественно, это плохое показал нам наш шайтан. Вот это плохое в жене. И мы на это разозлились. И если мы промолчим и начнем разговаривать, то есть промолчим дегенда, не кричать, не заводить истерику, да, а именно грамотно, четко и нежно с ними, если начать разговаривать, то мы найдем, то есть мы даже увидим, что, оказывается, не было причины даже злости. Даже не было причины этой злости. И вот нам этому надо научиться. То есть всегда подавлять в себе чувство гнева. Оно у нас постоянно просыпается. Мы как бы люди. И это у нас естественно. Поэтому для нас примером является пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы во всем должны подражать именно ему. А также как мужчины, так и женщины, раз мы подражаем нашему пророку, то и женщины должны подражать женам пророка. Как они вели себя, что они делали. Они были у нас какими? Они были послушными во всем. И вот самая хорошая, самая красивая черта женщины – это вот послушание. Послушание мужу. Даже если муж не прав, если она послушается своего мужа, да, то, как бы сказать, она даст своему мужу вот этот главенство. Она не будет, когда женщина же не слушается, она поправляет постоянно мужа, да, она забирает это главенство у своего мужа. И мужчина перестает чувствовать себя главой семьи, и он перестает тянуть эту семью. И вот многие же таким образом и отдают своим женам все это главенство. Ну, раз ты все знаешь, тяни, веди, делай все. И вот тут в хадисе интересные слова есть. Когда у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, какая женщина наилучшая, он ответил: это та, при взгляде на которую супруг радуется и которая покорна ему в просьбе. То есть, что бы он ни просил, она послушна ему. И самая мудрая женщина, не просто умная, а именно мудрая женщина, поступает каким образом? Она всегда ведет мужа впереди. Мы же знаем такую пословицу, да, если муж голова, то жена – это шея. Голова не может повернуться в обратную сторону, обратно шеей, так ведь? Куда голова, туда шея. Куда шея поворачивается, туда и голова поворачивается. То есть и мудрая женщина поворачивает голову всегда в правильном направлении. Ведь это многолетним опытом уже доказано. Даже есть такая пословица интересная. На татарском она очень интересно звучит. Ирны ириткенда хатынкас, ирны юкиткенда хатынкас. То есть женщина может даже из самого плохого мужчину, да, сделать заботливого мужа, хорошего мужа. И наоборот даже сделать она может. Даже из самого лучшего мужчины сделать самого плохого. Поэтому вот мудрая жена, мудрая женщина, она всегда ведет своего мужа впереди. И даже если в ее светлой голове какая-то мысль возникает, она это делает интересно, она передает эту мысль мужу. Но так, чтобы мужчина даже об этом не заметил. Он подумает, что это в его светлой голове зародилась эта мысль. Женщина именно так поступает. Мудрые женщины. Они всегда ведут мужа впереди. Естественно, чему еще должен научиться наша молодежь в семье, чтобы сберечь эту семью, то, естественно, терпению. Вот терпения в данный момент очень сильно не хватает в семьях.
Ведь очень много хадисов, сказанных о терпении, к примеру, в терпении заложен ключ от рая, да, или также есть пословицы, как у татар такие, у русских, да, вот татарларда есть такая пословица «сабрлтын төбе сары алтын». То есть очень много внимания дается этому терпению. А внутри семьи терпение необходимо намного больше, чем даже просто в жизни, на работе, в дороге. Потому что в семье, на самом деле, как мы вначале говорили, мы же начинаем жить с чужим человеком, практически мы его не знаем. И когда мы начинаем жить, мы начинаем раскрывать его все стороны, как хорошие, так и те стороны, которые нам не нравятся. Тот характер, который нам не нравится. И в таких условиях мы должны всегда проявлять терпение к своим женам. Так же, как и жены должны проявлять терпение к своим мужьям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал, как проявляйте терпение к своим женам. Ведь они подобны ребру Адама. А ребро Адама, оно какое? Оно кривое. Если вы ее попытаетесь выпрямить, вы ее сломаете. А если вы ее оставите такой, какая она есть, она принесет вам большую пользу. И на самом деле, тут кривизна говорится именно кривизна характера. Это присуще именно женщинам. И мы не можем этот характер сломить. Это то же самое, что сломить личность человека. Но, естественно, мы и не можем как бы запустить все это, просто пусть как бы идет так, как она и есть, потому что это может привести тоже к большим нехорошим последствиям. Но мы должны проявлять к ним терпение. А также еще научиться именно слышать друг друга. Слышать, не просто слушать, мы слушаем много. Жены нам говорят, мужчины слушают, да, своих жен, но не слышат самого желания в этих словах. Мужчины говорят своим женам, а они не слышат своих мужей. Как бы они слушают, но не слышат желания, что хотел сказать муж, или что хотела сказать мне жена. И вот наша задача научиться слушать, то есть слышать то, что нам говорят. Даже вот на всех лекциях, на всех уроках мы можем много слушать. На хутбе, да, мы можем сидеть, слушать саму хутбу, но в конце хутбы, о чем была вообще хутба, даже не вспомнить. Мы вроде бы ее слушали, но мы ее не услышали. Также и слова наших жен, слова мужчин к женам тоже слушаем, но не слышим, к сожалению. И поэтому, вступив на этот путь семейный, мужчины и женщины должны знать, что эта дорога, она будет очень сложной. Она не будет легкой. Она всегда будет сложной и тяжелой. Но эту дорогу облегчить и осветить, это только в их руках будет. Это только они смогут это сделать. Никто за них это не сделает. То есть кто-то из третьих лиц не сможет прийти и за них эту дорогу облегчить. Не сможет. Только они сами. И, естественно, они должны будут делать те причины, чтобы добиться того счастья, ради которого они и создали эту семью. То есть семейного счастья. Ведь Аллах Субхану в Коране как сказал: «Я не изменю положение ваших дел, пока вы не измените самих себя». И то есть, и все будет только зависеть от них самих. Только от них. Естественно, мы должны пользоваться советами наших родителей. И не то, что пользоваться советами, мы должны к ним обращаться за советами. Это тоже большая ошибка нашей молодежи, не подходить к своим родителям, не спрашивать. Потому что у них многому можно научиться. Они ведь все-таки прожили большую жизнь, долгую жизнь. И в их жизни можно многому научиться. Вот, к примеру, для девушки самый лучший друг, точнее, самая лучшая подруга – это кто? Это, естественно, не та подруга, которая с ним вместе выросла, а это свекровь ее, которая знает очень хорошо ее мужа. И если у нее возникает проблема со своим мужем, то может помочь ей только свекровь.
Потому что она очень хорошо знает своего сына. И она даст такой совет, который поможет достичь того счастья. Она будет желать только счастья своему сыну. И она всегда будет помогать своему сыну. То есть, точнее, будет помогать своей невестке, так скажем, своей дочери, да? Ведь она после никаха будет уже не просто невесткой, она будет дочерью этой семьи. И она будет помогать ей, чтобы разобраться со своим сыном, чтобы найти пути к своему сыну. Она всегда будет такие советы давать. И также и мужчина должен любить свою тещу. Вот эти вот анекдоты про тещу, это мы не должны их вообще воспринимать. Это неправильно. Это человек, который достоин уважения. Уважение, потому что эта теща воспитала ему жену. И если наша жена обидится и уйдет к своей маме, что она сделает? Мудрая теща, она успокоит свою дочь и отправит обратно к мужу. Поэтому с тещами надо дружить, их надо любить, их надо уважать. Это те люди, от которых, кстати, может и будет зависеть наше счастье. И это никогда нельзя забывать. Поэтому отношение с родителями всегда у нас должно быть хорошее. Не то чтобы хорошее, а в идеале. Мы с ним должны спокойно разговаривать на семейные темы. Пришли, спросили у них совета, они нам посоветовали. А ведь родители наши, ждут, когда мы к ним придем за советами. Они всегда ждут. Так же, как и мы ждем от своих детей, когда они к нам подойдут и спросят нас, да, о чем-то. Мы тоже ждем. Поэтому советы всегда брать надо у тех людей, которые знают. Вот если, допустим, у нас машина сломается, мы к кому идем? Мы же не к пекарю идем, так ведь, а к автослесарю идем. И тут то же самое, если в семье какой-то разлад начался, мы к кому должны идти? К тем, кто уже прожил эту жизнь, кто уже прожил эти проблемы. Но нынешняя молодежь к этому не стремится, это не делает. И поэтому опыт не передается. Опыт не передается. И вот сам потом, естественно, под конец уже, иншаллах, хочу чем завершить, то если мы, альхамдулилля, создали семью, да, вот, то на нас возлагается большая ответственность. Какая мы должны стать примером для других семей, для молодых. Вот в данный момент, почему вот эта вот цифра, она констатируется, вот это 90% семей, разложение 90% семей, да? Почему? А потому что нету семей, у кого можно поучиться. Нету. Не у кого вообще учиться. Всегда что рекомендуют? Развестись рекомендуют. Это, у кого бы ты не взял совет, с кем бы ты не разговаривал, да, вот с кем бы, допустим, девушка не разговаривала со своими подругами, все рекомендуют, да разведись ты, говорит, с ним или с ней. И все, раз не можете жить. Но ведь так не должно. Если мы советуем, то мы советуем, должны давать такие советы, чтобы сберечь эту семью. Именно сберечь семью. Это очень важно. Как мы говорили, сахабы пророка Мухаммада ﷺ приходили к пророку, представьте, сахабы, сподвижники, да, которые жили рядом с пророком. Это великие люди. И они приходили к пророку и говорили: мы, говорит, разлюбили своих жен. Что нам делать? С одной стороны, пророк бы сказал бы, если бы мы, допустим, были бы на его месте, да, раз ты разлюбил, зачем с ней жить? Но ведь нет. Таких советов из его уст никогда не выходило. Он всегда призывал к терпению. И призывал, зачем к терпению? Потому что есть благо. Мы, да, можем разлюбить, но все-таки в этой женщине есть благо для нас. И вот это вот никогда забывать нельзя. И мы должны всегда быть примерами. Именно мы должны быть примерами. Мы не должны ждать от кого-то, а должны сами быть примерами для других, молодых, и показывать, как семья должна жить. Везде.
Не только дома, а и вне дома. Даже развлечения, допустим, которые есть в рамках шариата, да, они тоже должны присутствовать. Тоже даже присутствовать. В основном мужчины развлекаются, женщины дома сидят. А что женщинам делать? Их тоже надо развлекать. Их тоже надо развлекать. И мы мужчины об этом забываем постоянно. И еще одно осталось, самое такое важное. Мы еще забываем, не то что забываем, мы как-то даже не воспринимаем, что ли, мы не советуемся со своими женами. Да, во многих случаях нам их совет как бы и не нужен, но не в этом дело. Мы должны советоваться со своими женами. Опять же, мы вернемся к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, как он советовался с ними. Хотя пророку их советы не нужны были. Он все делал по указанию, по велению Всевышнего. Зачем ему советы жен? И вот Худайбийский договор, если вспомнить, когда был этот договор подписан, там 1500 мусульман пришли совершить паломничество, к Мекке подошли, да? Но после заключения договора, по одному из условий договора, они не смогли в Мекку войти, то есть выполнить свое предназначение, для чего они пришли. Они хадж не смогли выполнить. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что принесите в жертву своих животных, которых вы принесли, обрите головы и снимите их храм. И сахабы вроде как бы послушать хотят его, и ждут другого указания, потому может быть аят придет, и мы все-таки войдем в Мекку и совершим паломничество. И тогда он зашел к себе, там шатер, скорее всего, был, где была одна из жен Умму Салям. И он посоветовался с ней, что мне делать. Вот сахабы слушают меня, но они не делают то, чего я им говорю. И тогда Умму Салям сказала: ты сам принеси в жертву, обрей голову и сними храм. И тогда, говорит, сахабы поймут, что это указание окончательное. И не будут ждать. То есть, видите, в принципе, пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, ее совет как бы и не нужен был бы. Ему бы пришло откровение, и он бы сделал это. Но нет, он тем самым указал нам, все-таки, что нам тоже стоит у своих жен брать советы. Мы сделаем это, то, что мы задумали, с одной стороны, но мы покажем свое уважение к жене. И это же как бы мы поднимем ее уровень, так ведь? И она начнет нас, естественно, уважать за это, за то, что мы просто спрашиваем. У нее советуемся, она за это нас будет уважать. И вот нам очень надо вот это жизнеописание пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, изучить. Как он обращался к своим женам, как они разговаривали, что они делали. Вот это нам поможет в нашей жизни, в нашей семейной жизни. Вот читаешь эту сиру и удивляешься, до какой степени мы, оказывается, черствыми являемся к своим женам. Просто удивляешься. Поэтому мы должны себе такой цель поставить, изучить жизнь пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, хотя бы даже вот такие вот отдельные можно изучать, как семейную жизнь, как бы его поклонение, да. И вот, иншаллах, только тогда мы сможем достичь того самого счастья, к которому мы и стремимся. А счастье у нас, оно должно быть двух миров, как в этом мире, так и в мире, иншаллах, в ахирате. Поэтому, джамаат, мы должны к этому двигаться. Ва ахру да'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.